Действительно, Куйтендак очень богат неповторимыми красотами. Это удивительный заповедник с зачаровывающей природой. Куйтендак – один из высоких гор страны. Хребет Айры-Баба расположен в Куйтендаге на высоте 3139 метров над уровнем моря. Особо привлекательная для путешественников горная панорама, многочисленные ущелья, таинственные пещеры, источники с кристально чистой водой. Неповторимая природная красота этой местности и удивительные исторические особенности делают этот регион привлекательным для международного туризма. Одним из прекрасных уголков Куйтендага является ущелье Кыргыз. Высота скал ущелья Кыргыз 50-150 метров. Свисающие с отвесных скал гроздья дикого винограда придают особую красоту этой местности. Камни разных размеров лежат в разброс от селевых потоков. В ущелье очень приятно прохладный воздух. В ущелье произрастают различные растения: дагдан, можжевельник, заравшанский, клен, бухарский миндаль, многолетние растения ферула, тизифора, коловчатая. Ущелье Кыргыз – особое место этого края. Оно словно покрыто зеленым покрывалом из сочной и пышной растительности. И вот в таком удивительном и живописном месте расположена пещера Кыргыз. Любой странник, войдя в нее, поймает себя на мысли, что это нечто напоминающее настоящую сказку. Сейчас мы находимся в ущелье Кыргыз. Ущелье имеет богатый растительный и животный мир. Протяженность ущелья всего 3 километра. Ущелье считается самым уникальным природным памятником этих мест. Здесь протекает ручеек. Ущелье напоминает полумесяц. С этого конца ущелья вода втекает, а с этого вытекает. Ущелье не такая уж и широкая, но несмотря на это, здесь очень много удивительных мест. Самым уникальным является полупещера Кыргыз. Среди населения бытует много легенд, связанных с этой полупещерой. Кроме того, в ущелье Кыргыз произрастает огромное количество различных растений. Здесь можно увидеть дикий миндаль, дагдан, дерево киркав, многолетние травянистые растения ферула, ревень. Также встречаются однолетние растения. Если говорить о животном мире ущелья Кыргыз, то необходимо отметить, что в верхних частях встречается винторогий козел, на равнинах бухарский горный козел, волки. Кроме этого, на стенах скал ущелья Кыргыз очень много полупещер для хищных птиц. Здесь обитают различные грызуны и другие виды некрупных животных, поэтому здесь можно увидеть летающих хищных птиц. Это ущелье завораживает своей удивительной красотой. Прохладный, освежающий горный воздух, высота, простор, бездонное чистое небо радует и влечет. Высота полупещерного купола Кыргыз составляет 80 метров из-за того, что скала расположена на северной стороне. Сюда никогда не попадает солнечный свет. Сначала кажется, что внутри очень темно, но затем, когда привыкаешь, здесь можно увидеть узорчатые камни. Эти камни украшены каплями от селевых потоков, текущих с ущелья. Внутри пещеры есть углубление, как 100-литровый казан. В него стекает ледяная вода, которая исходит из пещерного источника. И сколько бы ни взяли, она всегда остается на одном уровне. В середине купола есть различные виды узорчатых камней, и все они имеют различные формы. В действительности это сталактиты и сталагмиты. Они создавались на протяжении многих лет из минералов роганита и кальция. Эти изображения похожи на животных и людей, и поэтому в народе бытуют легенды, в которых говорится о том, что в этом месте жили 40 девушек,